Вообще, когда мы говорим о политике, думаем о политике, мы бываем полны противоречивых чувств. Она вызывает в нас двойственное такое отношение. С одной стороны, интерес, потому что да, всегда там происходит борьба какая-то, какие-то изменения, там такие классные люди, лидеры, потом в политике вообще много чего всегда вот на всех уровнях, на мировом, на общенациональном, на местном, всегда что-то вот такое вот происходит. Много мы получаем новостей. А с другой стороны, она для нас как бы непонятна. Она для нас весьма местами таинственна, и отсюда вот такие представления о том, что политика – это сфера непрезентабельная, это грязное дело, как говорят, да? Политика – это грязное дело. Вот поэтому вот такое двойственное отношение, оно вызывает всегда вот такую настороженность. Что такое политика? А, ты это политиканы. Ну, это политика. Вот. Ну, часто можно вот такие выражения услышать. И вот сегодня я хотела бы немножечко вас посвятить в такую, знаете, такой таинственный, скрытый, прекрасный, как мне кажется, мир политики, хотя она мне тоже порядком надоедает. Я всегда своим студентам рассказываю, что после работы я прихожу домой и включаю канал, ну как вы думаете, какой? Только не Вести, конечно, да, а National Geographic, потому что я хочу смотреть на животных, на всякую такую хорошую картинку. Мне, честно говоря, это все правда надоедает. Но когда посмотришь National Geographic, на завтра уже опять хочется вот в этот мир. Ну вот о нем мы сегодня и поговорим. Значит, политика, она имеет ряд определений. Вот обычно ее как определяют? Это сфера управления, это сфера власти, властных отношений. В любом случае люди подчеркивают, да, то, что это отношения вертикальные. Кто-то сверху, кто-то снизу, вот управление происходит. То есть некое такое насилие государства над обществом, лидера над массой, партии над обществом и так далее, и так далее. Да? То есть такая вот не очень как бы всем нравящееся вот такое вот вертикальное отношение. С другой стороны, мы сегодня должны понимать, да, что в мир, в период, в эпоху глобализации мы все сильно между собой взаимосвязаны. Все вы знаете, есть такая закономерность, которая называется 7 рукопожатий. То есть я могу пожать, да, через 7 рукопожатий, там, в принципе, можно до любого человека на Земле добраться, по большому счету, да. Вот это как раз и говорит о том, что мы глобализированы, о том, что мы все между собой сильно взаимосвязаны. И вот каковы же особенности, о которых не принято говорить, особенности политики как общественной сферы. Ну вот, наверное, та особенность, о которой все-таки мы чаще слышим, это системность. Все в политике взаимосвязано. Мы используем термины «экономическая система», имея в виду, что вот в экономике все между собой взаимосвязаны. Товаропроизводители, скажем, с продавцами, продавцы с покупателями, потребителями и так далее. Да? Мы говорим о системе духовных ценностей и прочее, о системе там каких-нибудь прочих дел. Да? А вот политическая система – это вот как… Я когда студентам прихожу и говорю: ребята, мы сегодня будем изучать политическую систему, у них сразу такие твердокаменные лица. Тема такая страшная, неинтересна. На самом деле это очень интересно, потому что весь наш мир насыщен системами. И вот то, что политическая система, если вы когда-нибудь послушаете эту тему, да, то вы потом все станете понимать, почему так происходит, и никак не по-другому. То есть в политике все взаимосвязано между собой. Каждый человек выполняет в этой системе определенную роль и несет определенную функцию. Ну вот моя роль понятна, да, я как медиатор, транслятор, может быть, и прочее, да. Вот обыкновенный человек, вроде бы, что он делает? Ну, он хотя бы там раз в какой-то срок голосует, он выступает как объект политической деятельности, он слушает то, что ему говорят, он может быть участник каких-то, ну, таких политических событий, акций и так далее, да. То есть пассивно, активно мы все потихонечку в нем участвуем. Мы все взаимодействуем в политике, хотим или не хотим. Вот у Отто фон Бисмарка есть очень хорошее высказывание. Оно звучит так: можно не принимать участие в политике, но нельзя избежать ее результатов. То есть мы живем внутри политических систем, внутри государств, вот в этом постоянном взаимодействии. И поэтому, да, мы можем не замечать, как мы вносим вклад в развитие политической системы.
Другая особенность, которая вот отталкивается из этой, значит, это то, что политика является системой неравновесной. Вот это всегда надо помнить. Например, в экономике все стремится к равновесию. Ну, вы помните этот знаменитый закон спроса и предложения. Там предложение все время гоняется за спросом, да? А вот в политике скажете, да, какое там равновесие, неравновесие? А вот неравновесие постоянное. Причем, почему так? Потому что каждый из нас, вот мы участники этого процесса, и у нас у каждого определенный объем ресурсов. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну вот я вот перед вами стою, вот у меня какой ресурс, да, как у участника этой политической системы, очень небольшой, один голос. Вот я могу его отдать там, за ту или иную партию, за того или иного кандидата. Ну плюс, поскольку я преподаватель политологии, я могу каким-то образом там, скажем, транслировать, медиировать, влиять и так далее, да. А вот возьмите любого политического лидера, поставьте рядом со мной, там, скажем, Арсения Сергеевича или Владимира Владимировича Путина. У них сколько будет у Владимира Путина, каков будет объем его ресурсов? Вот у меня один голос, а у него сколько будет? Ну вот сколько за него проголосовало, да, вот примерно столько же. То есть у него будет вот в миллионы раз больше, чем у меня. То есть настолько высок объем его ресурсов. Точно так же любую партию возьмите, да, есть партии, которые поменьше голосов набрали, есть партии, которые побольше. Вот, собственно говоря, вот это вот объем ресурсов. Естественно, мы с Владимиром Владимировичем, если нас бросить на весы, меня там на левую половину, его на правую, то я там подлечу под небеса, а он будет перевешивать сильно-сильно, да, и точно так же там партии и прочее. Вот это все вызывает неравновесие, постоянно вот такую раскачку политической системы. При этом самое большое неравновесие происходит именно в предвыборный период, когда все участники политического процесса, акторы бросаются, что делать? Свои ресурсы раскачивать. Они начинают их набирать, там у кого-то отнимать ресурсы, перетягивать голоса и так далее. И система становится вообще дисбалансной, она вот так вот раскачанная. Вот почему все политические перевороты обычно происходят именно когда? Перед выборами, вот незадолго до выборов. Вспомните, как, например, большевики, вот в 1917 году, они Октябрьский переворот совершили как раз когда вот временное правительство, да, вот раскачка вот такая вот была и прочее. Поэтому вот в это время все политические системы бывают очень неустойчивыми. А наиболее такой период равновесия — это после выборов. Вот система приходит в такое, но ее всегда можно что сделать? Раскачать. Вот разного рода провокациями, предположим, да, средства массовой информации могут это делать, партии, ну, любые участники, в принципе, системы могут ее раскачивать. Так что она, если экономика стремится к равновесию, то политика, увы, очень трудно в ней равновесия добиться, да и, наверное, не нужно, потому что это система властных отношений, да? Значит, отсюда вытекает другая еще особенность политики, это венчурность. Это тоже такой экономический термин, кто экономику изучал, знает, да? Это риск невыполнения обещаний. Вот идет кандидат от партии, кандидат там от себя, предположим, да? Он дает предвыборные обещания. Вот смотрите, если мы хотим заниматься бизнесом, какой процент венчурности нас считается достаточно рискованным для бизнесмена? 50 это даже много. Мне кажется, я так слышала, да, от экономистов, что если 20% риска, то это уже многовато. То есть бизнесмены, вот люди, которые вкладывают деньги, они вот где-то 10-15, вот они уже тогда рискуют. В общем, можно, да, вот, потому что 85 им как бы более-менее гарантия. 80-85. А вот в политике все наоборот. Там процент венчурности, то есть непредсказуемости, невыполнения обещаний, чрезвычайно высокий. 90%. Вот представьте себе, да, вот программа партии перед вами или программа любого кандидата, из них реально выполнимы только сколько процентов? 10. И мы об этом знаем. Мы это как бы на самом деле люди же ощущают это, говорят, опять лапшу на уши вешают, опять врут, опять обещают. Но продолжают что делать? Голосовать. Почему мы продолжаем верить нашим кандидатам? Почему мы продолжаем верить нашим партиям? Но это особенность политической системы. Во-первых, они забегают далеко вперед.
Человек говорит, я, может быть, вот в ближайший год не выполню, а там через 3-4 года или там в следующем цикле. Люди это понимают. Есть такие политические решения, которые дают эффект там через много-много лет, да? Вот это все, в общем, на самом деле люди это кожей понимают. Потом, особенность системы такова, что вот она нацелена на будущее. И поэтому люди как бы делают внутри себя, сами того не замечая, некую скидку вот этим предвыборным обещаниям. Поэтому помните всегда, что только 10% на самом деле реально выполнимы. Почему еще к тому же? Смотрите, вот, предположим, человек толкался там на должность главы наслега, или, может быть, главы улуса, пусть даже главы республики и так далее, да, вот он пришел к власти, за него проголосовали, и он свои обещания выполнить не может, а по той простой причине, потому что он попал в систему. И оказывается, он в долгах, он, понимаете, оказывается, там, наслед в долгах или там улус в долгах, да, оказывается, к нему не благорасположена власть, находящаяся уровнем выше, а значит, меньше вливаний. Оказывается, у него есть ряд социальных проблем на его территории, которые не позволяют ему решить вот эту проблему очень быстро, вернее, вот это вот обещание его очень быстро, и так далее, и так далее. И вот оказавшись внутри системы, он оказывается внутри повязан вот этими связями, и вот все свои хотел провести там, скажем, газопровод, он искренне желал вот это все сделать, дорогу проложить и так далее. Ну, извините, потом не получается на самом деле, потому что система, вот, к сожалению, это так, все между собой взаимосвязано. Вот отсюда вот эта высокая венчурность, достигающая аж до 90%. Еще одной из таких, наверное, особых таких качеств политики является ее латентность, скрытость. Решение принимается кулуарно часто. Если режим авторитарный, это может быть один человек принимает, может быть группа людей принимает. Да, решение спускается сверху. Оно может быть оформлено каким-то образом, как референдум, через парламент, как принятие законодательного акта и так далее. Но на самом деле это решение одного человека, там, группы и прочее. Да? Люди об этом на самом деле знают. И вот это решение, оно спущено, мы должны как бы с этим согласиться. Но как оно принималось, для нас остается частенько загадкой. Это скрыто. А может быть, у человека было, или посоветовали, предположим, специалисты, эксперты, дали заключение, сказали, пора принимать пенсионную реформу. Да? А может быть, это я уже так утрирую, да, а может быть так, что у человека, у того, кто принял решение, настроение было особое. Там. Так тоже бывает в политике, да? Вот, под настроение, по какому-то... Мотивация может быть всякая разная. И мы об этом, вот, чем жестче власть, тем скрытнее принимается решение. И отсюда для нас вот это вот все становится непонятным, и мы, стараясь придать этому рационализированный вид, что мы делаем, да? Мы начинаем все это буквально фантазировать, мы начинаем мифологизировать, мы начинаем говорить, ах, вот этот человек, он такой, и дальше идет харизма, да, его, то есть мы начинаем говорить, что он очень умный, как про Ленина, помните, раньше говорили, самый мудрый, да, что он там партия ошибиться не может, что все это высчитано и так далее. То есть мы этому придаем некий такой иррациональный характер. Отсюда вот следующая особенность политики – это ее иррационализм. Итак, мы все облекаем, в конце концов, в мифологическую форму и получаем то, что получаем. Мы получаем вот эти чистые отношения власти и общества, когда власть управляет согласно определенным закономерностям, а общество ему что делает? Подчиняется, потому что нам нередко очень даже лень взять на себя ответственность за какое-то решение. Там. Вы знаете, вот мы построили дом частный, да, и живем сейчас на Хатынюряхе. Так вот, у нас нет освещения, нет, газ есть, освещения нет на улице. И мне все говорят, Ольга Афанасьевна, идите там, вот есть умный какой-то, нет, не умный город, а есть программы разные, да, то есть надо писать письма,
обойти там соседей с инициативой, подать там бумагу. Так вот, знаете, лень. То есть никак мы этого не сделаем. Ходим, мучаемся вот без... Вот такие мы, понимаете? И мы ждем, когда вот сами они придут, нам что-то сделают, а вот так вот брать инициативу на себя не хочется. И нам удобнее сидеть и что делать? Критиковать. Говорить, вот, то все, так город плохо там обустроен и так далее. Вот это вот особенности политики. То есть нам легче ее мифологизировать и рационализировать, поверить вот этим обещаниям, то есть вот, зато потом мы снимаем с себя ответственность. Политика – это сфера распределения ответственности. Почему говорят, что когда общество гражданское, да, вот, развитое, то это люди, которые, да, способны за себя там постоять, о себе позаботиться. Ну вот такие вот особая сфера отношений. Еще много можно было бы рассказывать, конечно. Вот про цикличность я вам еще все-таки скажу. Поскольку это система, да, то она функционирует не только в пространстве, но и во времени. Вот мы все время об этом немножечко забываем. Есть 3 цикла в политике. Малый, то есть короткий цикл, средний и большой, то есть долгий цикл. Да? Вот короткий цикл – это 1 год. В принципе, он совпадает с экономическим циклом. В экономике, вы знаете, за год что подсчитывают? Налоги, там, ВВП и прочее, да? А в политике за год проходят парламентские сессии. Как правило, 2 парламентские сессии. Весенняя, осенняя. Они так называются, на самом деле они довольно долгие. У них там перерыв бывает только летом. А весенняя идет с января по июнь, а осенняя с сентября по декабрь. Вот замечено, все знают, да, что более сложной для парламентариев является, конечно, сессия, которая осенняя, потому что это время подведения итогов. Цыплят по осени считают, вы знаете, урожай собрали, в конце концов, экономические тоже, да. Потом нужно принять что? Государственный бюджет. Это очень ответственное дело, да. Но самое главное, все-таки, почему осенняя сессия, она сложная, вот те проблемы, которые были людьми озвучены в течение года, они были проартикулированы, скажем, внутри средств массовой информации, на телевидении, в интернете, в печати. Люди обращались к президенту, у нас президент сейчас главный рупор, да, вот и так далее, и так далее. Вот эти проблемы были озвучены, вот в течение года парламентарии должны принять по этому поводу какое-либо решение. И все это в течение года. А вы знаете, что принять решение, это вот я сказала, да, вот латентно скрыто, а сам процесс, он долгий, от 3 до 6 месяцев это может длиться, потому что надо собрать данные, надо их систематизировать, надо выделить то, что срочно требует решения, что можно отложить на потом, надо оформить законодательный акт, в конце концов, и так далее, чтобы люди видели, что по этому поводу власть все-таки какое-то беспокойство проявляет. Если из 100% проговоренных, проартикулированных проблем более половины остается за бортом, и даже если 40% остается за бортом, не принимается решение по этому поводу, хоть каких-нибудь решений, да, то тогда у общества возникает чувство чего? Что власть не работает. Поэтому вот этот вот короткий цикл, он очень-очень важный. Люди, хотя вроде бы люди, нет таких вот обывателей, обычных людей, да, обывателей в хорошем смысле слова, да, которые бы с утра до вечера там следили бы, мониторили бы политические новости, деятельность парламента. Нет, человек просто на себе ощущает, вот что происходит, вот какие там бензин подорожал, там то-то, то-то, то-то. Вот он это прямо ощущает, он видит, заботится о нем или нет, принимается решение или нет. Причем принять решение, это не значит решить проблему, а значит ее начать решать, по крайней мере проговорить. А не так, что вот, типа, я вам сочувствую, идите, помните, как вот, да, идите в бизнес, там, зарабатывайте деньги сами, это, конечно, неправильно, так нельзя говорить. Вот. Средний цикл – это цикл между выборами, вот от выборов до выборов, тоже очень ответственно, собственно, политический цикл, четко привязанный к политической системе, к избирательной системе, да, и вот
Иногда в некоторых странах его искусственно сокращают. Есть страны, где люди каждые 2 года ходят на выборы. Ну, конечно, утомительно, да. Мы тоже в последнее время стали ходить на выборы часто, потому что у нас государство, ну, федеративное, и у нас получается еще органы местного самоуправления, еще вот на региональном уровне, еще на общенациональном. И везде надо идти. Тоже, ну, не всем это нравится. Но вот между выборами что должно произойти? Вот те решения, которые были приняты, из них большая часть должна быть в жизнь что? Исполнена. И вот если она исполнена, большая часть, опять же, человек это вот, он же не сидит, не считает, ага, значит, 5 лет назад были приняты такие-то решения, из них столько, он просто на себе это ощущает. Лучше стало ему жить, комфортнее, скажем, легче или хуже ему стало жить. Вот он просто на себе это вот своей кожей, да, в своей обыденной жизни он очень прекрасно это ощущает. Поэтому, да, это очень ответственный срок. Если мы искусственно сокращаем, то мы усложняем деятельность системы. Получается, ей нужно каждые 2 года что делать? Отчитываться, да, перед избирателями. А если мы искусственно удлиняем, вот как у нас в России сейчас немножечко что сделали? Удлинили, да, ну, президентский срок на 6 лет. Мы систему делаем специально какой? Чуть более устойчивой. То есть мы даем время для того, чтобы все эти решения в жизнь, ну, исполнить, большую часть исполнить, потом, чтобы было чем отчитываться. Ну и долгий цикл или большой цикл – это жизнь одного поколения, активная жизнь одного поколения. Ну, это не значит, что там люди живут там 15-20 лет, да, это речь идет об активной жизни. Ну, представьте, вот молодой человек, девушка, да, вот получили образование, начали работать. Некоторое время требуется на раскачку, на то, чтобы приобрести опыт. И после этого происходит период, вот он как раз длится 15-20 лет, когда человек работает очень эффективно, с отдачей. К сожалению, особенность наша такова, что лет через 20 мы уже немножечко начинаем работать на чем? На инерции. Да? И вот 15-20 лет – это долгий цикл в политике. И вот поэтому вы, наверное, замечали, никогда дальше этого срока в политике ну, каких-то планов не строить. Это раньше можно было говорить там из области фантастики, там, что к 2000 году мы там построим коммунизм и прочее, да, вот такие вот были, это называется прожектерство, да. Сейчас, если мы реально хотим что-то планировать, не дальше, чем можем заглянуть, чем 15-20 лет. Почему? Ну, потому что происходит смена поколений, смена культур. И вас через 15 лет могут просто-напросто что? Не поддержать и не выбрать. Вот я сейчас нахожусь у власти, предположим, да? Я планирую на 15 лет, но дальше заглядывать, конечно, нет. Явно вот через 15 лет меня уже не выберут, придут новые поколения с другими какими-то культурными ценностями, с другим пониманием отношений власти и общества. И поэтому вот долгий срок он такой. Зато можно принимать решения. Часть решения рассчитана на долгий срок. Например, в свое время в Великобритании была такая острая проблема, как алкоголизм. Вот сейчас нам трудно это представить. На самом деле, вот когда у них прошла промышленная революция, и крестьяне из сел переехали в города, вот крупные промышленные центры британские, они стали буквально вот клакой социальной, да? Там процветал алкоголизм, проституция, это вот конец 19-го, начало 20 века, времена Джека Потрошителя, да? Так вот, значит, что происходило? Нация спивалась. Причем, знаете, чем выше широта географическая, тем выше градус употребляемого алкоголя, ну, принятого употреблять, да, поэтому британцы пили виски. И вот в этой ситуации, в очень такой люмпинизированной ситуации, власть принимает такое беспрецедентное решение. Были сняты налоги с заведений, торгующих только пивом. И сразу же по всей стране, значит, такая сеть широкая пабов появляется, которые торгуют только вот этим вот легким пивом. И что происходит? Британцы постепенно пересаживаются с виски на что? Вот на это самое пиво. Но это произошло не за один год.
а только в течение вот этих самых 15-20 лет, потому что, извините, если человек пил виски, он его продолжает пить. И вот этот пример Британии был использован в России в 90-е годы, во времена Бориса Ельцина, когда у нас россиян пересадили с водки тоже на пиво за счет того, что, вы помните, да, вот рекламы не было, вернее, реклама была разрешена, да, легализирована на телевидении, например, реклама пива. И вот у нас постепенно россияне стали отказываться от тяжелых вот таких алкогольных напитков. Ну, так вот, в общем-то, спасение нации. Вот такие долгосрочные программы работают. Материнский капитал. Мы вот те, кто имеем отношение к образованию, мы знаем, да, что у нас сейчас идет пока еще демографическая яма. Вот в 90-е годы рождаемость падала, вы знаете, да, сейчас у нас абитуриентов мало. Но вот-вот-вот мы ждем, что вот начинают подбегать дети, как мы их называем, дети Путина, да? Дети Путина – это те, которые родились после, значит, принятия решения о выплате материнского капитала. Это долгосрочное решение, конечно же. Вот такого рода решения, они дают эффект через какой-то определенный период. Так что вот политика, она работает во времени, в пространстве. Вот в пространстве я, к сожалению, не успеваю вам рассказывать, да, это другая тема, геополитика. Она работает системно, она живая, она дышит, все взаимосвязано. И поэтому, когда вы слушаете политические новости, не выносите скоропалительных, ну, каких-то, может быть, отрицательных суждений о наших политических лидерах, потому что нередко они бывают, ну, повязаны буквально там по рукам, по ногам. Они находятся вот внутри вот этой, в эпицентре политической системы, где вот так вот интересно неравновесие происходит. Ну вот такая вот информация для вас. Надеюсь, вам было интересно. Интересуйтесь политической наукой. Это очень увлекательно. Она имеет ряд направлений. Ну, я думаю, кто интересуется, знает. Приходите в женскую политическую школу, мы сейчас открываем в университете. Приходите на кафедру политологии, мы всегда вам будем рады.